Всем привет, меня зовут Артур, и это проект телеканала Якутия-24 «Испытано на себе». Испытано на себе. Разведение и содержание крупного рогатого скота, пожалуй, самая трудная деятельность сельчан. Я же ведь правильно говорю. Сегодня мы испытаем на себе настоящий труд сельского хозяйства. И мы сегодня с вами побудем в двух коровниках. Я попытаюсь поработать, а вы внимательно следите. Правда, вот моя одежда не соответствует к таким испытаниям, но я все же попробую. Внутри коровника очень сыро, темно. И попытаюсь поговорить с тёлкой. Это была небольшая шутка. Вместе со мной вы узнаете, как и откуда пьют воду наши кормилицы. Еще раз приветствую вас на телеканале Якутия-24 в проекте «Испытано на себе», и мы начинаем. Испытано на себе. Я приехал в село Хаптагай. Наслед не маленький. Основной вид деятельности населения – сельское хозяйство. Здесь 14 крестьянских хозяйств. Из них 6 занимаются выращиванием огорода, а остальные 8 хозяйств держат крупный рогатый скот. Сегодня мы с вами, дорогие телезрители, поближе узнаем о работе скотоводства. Для этого я один рабочий день посвятил работникам крестьянского фермерского хозяйства Теттим села Хаптагай. И, кстати, у них новый коровник, который введен в эксплуатацию в конце прошлого года. Ну, как видите, коровник новый, у них даже новогодние атрибуты здесь висят до сих пор. Это коровник для пенсионеров, которые нуждаются в работниках, которые не смогут сами смотреть. Поэтому для них вот такую услугу сделали местная администрация. Здесь работников только 3, пастух и 2 работника только. А здесь всего 60 голов. Так, и маленькие вот такие телята есть 25 штук, коров 26, и вот молодняк где-то 19. Ну, конечно, работа очень тяжелая. Нынче, вы сами знаете, что очень холодная зима была, но мы держимся, тепло, сами знаете, ничего.
Так и работаем. Ну, эти, которые мы смотрим, пенсионеры, бәлірі қайылар. Пенсионеры сами привозят. Цепи, то, что нуждаемся, мы сами, они все привозят, помогают, вот так. И так и работаем. Сено им сами привозят вовремя, 2 раза кормим, поим, вот так вот. Навоз у них, конечно, накапливается очень много. В общем, работа очень трудоемкая. Здесь конденсат, влажность очень высокая. Из потолков прямо капает. Я здесь где-то нахожусь уже минут 15. Я уже как бы задыхаюсь. Вот. Пожалуйста, они непрерывно делают свое дело. И так нужно постоянно очищать. Вот с этой стороны, вот вон с той стороны вот коровы стоят отдельно, а вот с этой вот, это, как на, тёлки стоят, молодняк и тёлки. Ну вот сено нынче, нога сильно нехорошая, но едят. Нынче, сами знаете, очень жаркое лето было же. Поэтому трава не очень, качество не очень хорошее. Но все равно. Ну, сами посмотрите, нога неплохие, состояние хорошее, мне кажется. Вот так вот и работаем. Выходные вот заменяют месяц, 4 дня, отдыхаем. Вот. Ну, то, что надо нам, они сами все, эти хозяева приносят, помогают, если что надо. Но никаких претензий нету. В общем-то, хорошо зимовали. Дальше будем работать. Утром кормили, а сейчас, на водопой пойдут, после этого тоже сено даем. Так вот. Зима нынче очень холодная была, поэтому вот здесь, конечно, замерзает. Сейчас вот все растает, сейчас здесь вообще мокро будет, наверное. Но все равно убираться надо каждый раз. Ну, хорошо будет. Вот молодняк маленький, вот с этой цистерны даем воду ведрами. Сейчас у нас пока отела нету. Вот в конце февраля, в начале марта будет. Пока еще не отелились никто. Телят пока нету. Ждем в конце февраля, в начале марта. Асада астан телен үлелиби. Улата хирбеттюга, айбамот. Билигин булана алтан актыран турар. Бирин акпыт бигирелим мите. И как ни странно, эти близнецы разного цвета. Один коричневого оттенка, а один оранжевый. Вот они, по-моему, ходят. Вот они самостоятельно подошли к водопою и друг друга не подпускают. Видите, как они дерутся. Хотя здесь 2 или 3 лунки. Сейчас они меня раздавят, наверное.
замерзшая лунка. А некоторые коровы стоят, смотрят в стороне. Интересно, они все успевают попить воду или нет? Вот один подошел. Вот здесь, на маленьком озере, оказывается, 5 лунок. Из них 4 лунки, они замерзшие. Но вот тут одна лунка есть. Его сейчас можно пробить. Я попробую сейчас сделать. И они оттуда будут самостоятельно пить воду. Вот еще подошла вторая группа, скажем, еще на водопой. Бегают вокруг. Значит, чуть-чуть попили воды и начинают сразу идти в сторону дома самостоятельно. Смотрите, по биркам у них даже, представляете, QR-код есть. Все, наверное, уже заждались весны, когда же уже потеплеет, и мы пойдем на улицу гулять, да? Terbaik. Ata bu haki hangita kara bola bizde. Hatta dal bağı yütübe. Güngüşte gıbıt. Aha, işte bir emelakıt bollar. Razdoydu etibit. Razdoyda takana ınak yütüre. Так, дорогие друзья, здесь внутри коровника сильно влажная, камера вся спотела. Просто невозможно здесь работать, честно говорю.
Так как невозможно находиться долго в коровнике, мы сейчас на данный момент находимся внутри здания администрации села Хаптагай. И подробнее поговорим с Людмилой Викторовной, со специалистом сельского хозяйства села Хаптагай. Ну, Людмила Викторовна, хотелось бы подробнее узнать о вашем хозяйстве, как у вас называется хозяйство, сколько там поголовий. Ну, наше хозяйство называется КФХ Тетим. В нашем наследии в основном имеется 15 крестьянско-фермерских хозяйств и 1 производственный кооператив «Дерень». В основном наше село занимается овощеводством и выращиванием крупного рогатого скота. В 2018 году мы построили новую ферму на 50 голов, и в нынешнем году сдали вторую очередь тоже новой фермы в 2020 году. Ну, в одном коровнике у нас содержится 62 головы, в другом 84. Это берем на услугу коров из наших этих пенсионеров, которые не могут сами смотреть за своими коровами. Из-за этого у нас это, на сохранность поголовья тоже это влияет. По какой программе она построена? Ну, это улусная программа, софинансирование с местным бюджетом и улусным бюджетом. Местный бюджет мы в том году, в 2020 году заложили 1 миллион рублей, и улусный тоже 1 миллион рублей. Поэтому сметная стоимость этой фермы составляет 2 миллиона рублей. В октябре, по-моему, да? Да, в октябре мы сдали новую ферму. Потом 29 октября заселились и до сих пор работаем. Там работает 2 работника, 84 коров там содержится. И отел уже был, 6 коров уже отелилось. Да. Так, нормально работают, зарплату вовремя получают. Вот, дорогие друзья, эта программа испытана на себе, и мы продолжаем. Испытано на себе. На этот раз, дорогие телезрители, я нахожусь в селе Хатлыма, Мигино-Кангласском районе, в гостях у Александры Семеновны Игнатьевой. У нее самые настоящие породы якутской коровы. Все думают, что ухаживание и содержание рогатого скота якутской породы – простая работа. Как лошадей отпустил на улицу и сами по себе ходят. Это вовсе не так-то просто. Да, может быть, они и терпят наши суровые морозы, но оказалось, что они ничем не отличаются от обычных сентиментальных пород. Об этом подробно расскажет Александра Игнатьева. Но перед тем, как приступить к нашей деятельности, хозяйка получит пенсию. Игнатьева Александра. Как раз сегодня Александра Семеновна получает долгожданную пенсию. Да, 6 февраля. Все, они получают, оказывается, наличными.
А сейчас мы идем по тропинке к водопою. Здесь поблизости озеро, где коровы самостоятельно подходят и пьют воду. Сейчас посмотрим. Говорят, это очень большое озеро. Озеро священное. Его тоже местные жители называют Хатлыма. Они очень бережно и уважительно относятся к этому озеру. Говорят, очень большое озеро. Сейчас посмотрим. Озеро, говорят, рыбное. Там охотятся. И вроде еще говорят, что он заповедник. Перед приходом на водопой к озеру работники заранее утром приходят и заранее готовят лунки для коров. Ну, и пока будем готовить. Они очень быстро замерзают, так как будет холодно. Ну, лед, конечно, толстый, бить придется долго. Прямо бегом приходят сюда попить воды. Вот они все идут. Ну, когда вот стойкие холода, за 50 градусов было, да, мы все равно, как эти, на улице они только шли на водопой. Мы дома их содержали. Но если выходим, так вообще на час. Якутская порода коров, они ростом маленькие, ноги короткие, ну и рога вытянутые наверх. Они же также мерзнут, как эти обычные коровы. Вот это истинно якутская порода. Вот уже ей 3 года. Вот. Угу. Вот это тоже садинка. Это тоже якутская порода. Истинно якутская. А вот наши, вот, которые вот мои, вот они, никакого различия нету. Вот корова стоит. Это моя. Вот смесь симментала и якутской породы. Это корова. Так? Вот никакого различия нету. Так?
Мне кажется, эта якутская порода, она сильнее, чем симментальская. Она вот свою истинную характеристику в этом плане, бекстерерия, она побеждает, чем симментал. Вот, никакой разницы же. Вот стоит именно якутская симментальская порода, смесь. И никакой разницы нету. Вот он, самый настоящий якутский бык, производитель. Его зовут Эрхан. Так, начинаем сейчас загнать всех в коровник, потому что уже вечер наступает. Вот, кстати, новый коровник. Он построен недавно, тоже летом, из сэндвич-панели. Сейчас начнем всех загонять. Ой. Давайте, заходим. Ну, вообще, якутские породы коров, они, оказывается, очень самостоятельные. Они сами по себе ходят, никому не мешают. Давайте заходим. В общем, я пока не буду заходить в коровник, потому что если я там зайду, то у меня камера запотеет очень быстро, и все. Я не смогу снять. Пока все коровы находятся внутри коровника, мы сейчас приготовим для них сено. Так, потихоньку распределяем туда. Лошадке тоже немножко дадим сена, потому что он на меня так смотрит. Жалко его стало. Сено у них, конечно, хорошее. Они привезли из села Павловск недавно. За тонну они продают за 8, где-то за 8 тысяч. В одном рулоне где-то килограммов 250. 250-200 килограммов. О, привет. Меня зовут Артур, а как тебя зовут? Аргыс? Да, вот главные помощники хозяйства охраняют. Они прямо на сено спят ночью. Им тепло, уютно. Стесняется. Она полукровка, якутская симментальская порода. Нынче она отелилась в декабре месяце, в начале декабря. Вот ее теленок. Ее зовут Светлогрезик. Мы ее не отнимаем от мамки. Она 3 раза маму сосет, мамку. А мы сами за день с ее получаем 4-5 килограммов молока. Для себя. Пока мы не сдаем молоко, поэтому зимой мы стараемся как следует теленка покормить, потому что они следующий год зимой зимуют крепкими,
не худеют, не истощаются, и чтобы они чувствовали себя следующий год здоровыми и крепкими. Вот. Нынче у нас только отелилась пока вот одна корова. Массовый отел будет где-то у нас с марта месяца по апрель. А вы знали, что в коровнике не бывает отопления? Коровы сами своим дыханием как бы вырабатывают тепло и придерживают. Но Александра Семеновна в ближайшее время хочет сделать, то есть планирует построить здесь отдельно автономную котельную и таким образом обеспечить теплом коровник. Ну, работники здесь стараются постоянно придерживать чистоту, потому что если накопить много навоза, то, конечно, это неприятно. Ну, дорогие друзья, внутри коровника очень сыро, темно, ну и запах, конечно, далеко не хороший. Да, ну и коровий навоз тащут, вон туда, все там скапливают. Видите, какая там гора образовалась. Испытано на себе. Расскажите, пожалуйста, как все начиналось? В прошлом году получили грант, семейный грант. Именно у нас цель была разведение в нашем поселке якутской породы. Поэтому за 1 200 000 рублей мы из Эмёкэна и из Самгинского улуса получили 20 поголовья якутской породы. Они были не коровы, но половозрастным группам. Они были телочки двухлетние, 7 штук, и 12 голов были одногодовалые телочки. Ну, мы пока их просто разводим, мяса еще пока нету, поэтому я насчет этого вкус говядины пока не знаю, но в нашем поселке в этом ведется направление вот разведения якутской породы. У нас уже 8-й год у нас работает именно якутская порода, вот быки-производители. Поэтому у нас вот в поселке 7 хозяйств, у них никакой разницы нет. Вот именно вот стоит якутская порода. У нас, если пойдем по дворам, мы найдем таких же маленьких, таких хорошеньких коров. Поэтому у нас идет постепенная, ну как выразить, якутизация наших животных. Дорогие наши зрители, наша передача подошла к концу. Сегодня мы с вами испытали на себе труд сельскохозяйственного работника. Содержание крупного рогатого скота – непростая работа. У работников нет выходных, эта работа круглогодичная. Летом, естественно, сезон сенокоса, а зимний сезон вы уже посмотрели и испытали на себе.
Я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках. С вами был я, Артур Старостин, и проект «Испытано на себе» телеканала Якутия-24. Испытано на себе.